Традиционно День Победы в Великой Отечественной войне наполнен множеством торжественных мероприятий, главное из которых – прохождение пеших колонн Министерства обороны Республики. В этом году торжественный парад во знаменование 79-й годовщины Дня Победы начнется в 12:00 на набережной Махаджиров у памятника неизвестному солдату. Длительное время проводились репетиции парада, пешие колонны тщательно готовились к торжественному прохождению маршем в центре столицы. Всего в составе парадного расчета 650 человек. Это святой праздник для всех граждан Республики Абхазия. Это праздник, который принесли нам наши деды и прадеды в период Великой Отечественной войны. Наша святая обязанность чтить их память и передавать из поколения в поколение тот героический подвиг, который они совершили в 41-45 годах. И вот наш личный состав, личный состав вооруженных сил, воинских частей, отдельных подразделений, насколько я вижу и понимаю, не подводит, и своим мужественным отношением к этому празднику они сегодня тоже покажут высокий результат и пройдут по этой набережной. По завершении генеральной репетиции в Министерстве обороны прошло торжественное собрание, приуроченное к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны, герой Абхазии Владимир Ануа поздравил ветеранов и военнослужащих с годовщиной Большой Победы. День Великой Победы навсегда вписан в героическую летопись нашей страны. Это праздник, объединяющий все поколения наших граждан. В годы суровых испытаний тысячи наших соотечественников вместе с многонациональным советским народом совершили великий подвиг. Из 55 тысяч военнослужащих сыновей и дочерей Абхазии 17,5 тысяч не вернулось домой. И сегодня нынешнее поколение воинов вооруженных сил добросовестно выполняет свой воинский долг, проявляют выдержку и стойкость совершенствования боевого мастерства. Участников торжественного собрания с праздником Победы также поздравил председатель Союза ветеранов Великой Отечественной войны генерал-майор Законбей Нанба. В честь 79-й годовщины Победы состоялась церемония награждения военнослужащих вооруженных сил ведомственными медалями имени генерал-лейтенантов Сергея Дбар и Султана Сосналиева. Служу Республике Абхазия. Были вручены благодарственные письма за значительный вклад в увековечивание памяти погибших воинов Красной Армии. Администрация Крыма поблагодарила руководство и коллектив Сухумского высшего общевойскового командного училища. И за значительный вклад в увековечение памяти погибших воинов Красной Армии, участников Великой Отечественной войны, уроженцев города Керчи, Республики Крым, Российской Федерации, благодарственным письмом награждается Нинуа Игорь Васильевич, начальник Сухумского высшего общевойскового командного училища, и весь коллектив Сухумского ВОКа. Спасибо огромное за фото на память. По завершении торжественного собрания прошел праздничный концерт. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.